Ассалаумағалейкум. Алға қойған мақсаттарына жетпей қоймайтын нағыз батыл ерлер сайысын бастаймыз. Бұл Nomad Fighting Championship. Добрый вечер, уважаемые гости и дорогие зрители нашего YouTube-канала Nomad Fighting Championship. С вами первая организация кулачных боев в Казахстане. Кузница новых звезд и молодых талантов. Это Nomad Fighting Championship. Nomad открывает новые лица, и мы готовы начать карт дебютантов. Сегодня нас ждет жаркий вечер поединков и главный бой вечера между первым чемпионом Махача Рафаэлем Аббасовым и Юрой Заргаряном. Генеральный партнер турнира Nomad Fighting – компания Алимбет. Алимбет – лучший букмекер в Казахстане по итогам премии РБ 2022. Себебі біздің бонустарымыз өте жағымды. Олардың дәмін татып көруге болады. Алимбеттің бонус клубына қосылып, ақшалай 20%-ға дейін кэшбэкке қол жеткізіңіз. Алимбет. С нами, как всегда, наш профессиональный состав. Главный судья Телек Манап, судьи Ербол Нурышев, Бекнур Акимхожа, Тузын Деполь, рефери Дауренбек Джакаев, Саламат Джумабаев. Бұл Nomad Fighting Championship, и мы начинаем. Первый поединок турнира пройдет в тяжелой весовой категории. Битва двух титанов Nomad Fighting Championship. Менің есімім Мұхит, бойға шыққаныма 6 жылдан асты. Ол маған кедергі емес. Nomad лигасында жақсы бой көрсетеміз деген ойдамын. Дәкеге тек сәттілік тілеймін. Ассалаумалейкум. Менің есімім Данияр. Мен Nomad лигасына бірінші рет келуім. Ал Мұха енді байқа оң қолға түсіп жүрме. Мен жеңіске жетуге дайынмын. Встречайте первого бойца из синего угла Данияр Даке Шамбулов. Данияр Даке Шамбулов направляется в ринг. Да, тяжелые парни открывают сегодняшний карт Nomad FC. Я рад вас всех приветствовать. Меня, как всегда, зовут Абулхаир Бофт. Ну а со мной Фархат Курмангалиев. Приветствую тебя. Ассаламу алейкум. Всем спасибо за приглашение. Сейчас впервые. Очень рад тебя видеть. Да. Спасибо, что пришел. Спасибо. Аламанда атоздырмай кетерем, қазақ болып туылмағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен, қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ, сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бөлінгенде бір қазақ, мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ, қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ, мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын. Боец из города Алматы в своем дебютном поединке готов оставить след в истории Лиги Nomad. Встречайте, боец синего угла Данияр Даке Шамбулов. Его соперник, боец из красного угла, Мухит Муха Кошербай. Боец из красного угла Мухит Кошербай, ему 26 лет, он представляет Жамбул. Его кредо по жизни только вперед. Рост 183 сантиметра, вес 108 килограмм. Да, по-настоящему большие парни сейчас будут показывать зарубу. Я на это очень надеюсь. Итак, ждем. Арқасын құмға, үрбасын тауға, аяғын көлге, төсігін. Ақыны дауда, батыры жауда, парызын елге өтеген. Олдары қыран, қыздары ұяң, ақиқат туын көтерген. Батырлық ерлік, ақындық бірлік, татулық шыққан о селден.
Уроженец Жамбульской области, мастер спорта по боксу, дебютант в нашем промоушене. Встречайте, в красном углу октагона Мухит Муха Кошербай. Рефери в октагоне Саламат Джумабаев. Бойцы на середину. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. После команды стоп все действия прекращаем. Пожали ручки. Бойцы по углам. Последние мгновения, последние секунды до начала очередного турнира Намат FC. Данияр Шамбулов по прозвищу Даке против Мухита Кошербая по прозвищу Муха. Если мы говорим о Боковой судья. антропометрических данных обоих бойцов, Бойцы готовы. то Первый 183 раунд. сантиметра рост у Мухита Кошербая, который из красного угла. В то же время 178 сантиметров у Данияра Шамбулова. Вес примерно одинаковый. 108 килограмм у Мухита, 107 у Данияра. Бойцы проводят потихоньку разведку. Если смотреть на рост бойцов, то боец красного угла кажется чуть выше оппонента. И у него есть чуть-чуть преимущество в этом плане. Да, у него 5 сантиметров преимущества. Но это не всегда говорит о том, что он обязательно выиграет. Ростом надо уметь пользоваться даже низким. Да. Сейчас, если Потихоньку начинают бойцы. О, есть попадание от красного угла. Правый прямой. Не так сильно потряс. Удар по корпусу. это тяжелый вес, здесь один удар может решить все. Да, да, согласен. Да и с наличием, точнее, с появлением вот этих шингардов, перчаток, мне кажется, что даже и в 57 любой удар может решить все. Да, потому что да. бойцы прикладываются. Различие кулачных боев и боев с перчатками в одном. В кулачных боях много крови, а здесь много нокаутов будет. Не Да. могу не согласиться, да. Да. Я-то это уже точно знаю. Да, ты знаком с этим не понаслышке. А как ты считаешь, что безопаснее в итоге? Бои с перчатками или без перчаток? Ну, я, конечно, думаю, что бои с перчатками безопаснее и намного зрелищнее, чем кулачные бои. Стоп. Ну, тем временем, конец первого раунда. Особо ничего не показали нам бойцы. Наверное, они хранили силы для второго или третьего раунда. Ну что ж, будем смотреть повторы. Готовы оба Бойцы бойца готовы. для того, чтобы Второй продолжить раунд. поединок Файт! во втором раунде. И боец из красного угла поджимает. Мне кажется, боец красного угла чувствует себя более увереннее, чем боец из синего угла. И он занимает центр ринга. Потихоньку делает разведку. Он ждет, хочет правую руку засунуть. Да, уже несколько попыток было. Вот, например, одна из них. Я думаю, что... Ой, ошалеть. Удар Чё по за корпусу. удар это был? Нейтральный угол. Да, Нормально именно попал. такие удары Красный, по корпусу нейтральный. очень 5, сильно влияют на выражение лица бойца, потому 7, что боль скрыть очень 8, тяжело в такой Да, момент. ну. 9, 10. Сейчас надо отдышаться. Все, нет, Всё, отдышаться всё. не получилось. Конец боя, удар по корпусу. Мухит Кошербай. Второй раунд.
Во втором раунде на 54-й секунде техническим нокаутом победу одерживает боец из красного угла Мухит Муха Кошербай. Мұхит, жарқын дебютін құтты болсын. Осы жарысқа дайындалу бойынша, ой жоспар бойынша дәл осылай отам деп ойладың ба? Жоқ. Бұлай дайындаламын деп ойламадым. Уақыт бір ай қар кетсе бір жарым айда ғана дайындалдық. Мұхамеджанға айтқам, бой бермеді маған, Нұрсұлтан деген. Фамилиясы қандай еді? Содан келетін. Сонымен шыққым келген негізі. Енді Нұрсұлтанға айтар сөзім болса? Келесі ой, рингта көрейік сонымен. Нұрсұлтанға айтамын. Данияр, ой жоспарын іске аспады. Не жетіспеді? Осы жеңіске не жетпеді деп ойлайсың? Жетпеген ештеңе жоқ. Жеңіс құтты болсын деп тілеймін қарсыласыма. Бұл басқа ештеңе демеймін. Данияр Көшербай, қошемет етіңіздер. Емельяненко үзіп тастаған. Және де өз тренерларыма рахмет айтқым келген жа. Рахмет айтам өз тренерларыма. Емельяненко үзіп тастаған Нұрсұлтан деген. Толмыз жоқ деген соң. Сол Нұрсұлтанмен шыққым келеді, соң жарайды. Осы алды отқан Адюка, Руся ағаларыма, Елнұр ағаларыма, жаңа тренері осы неге Намат лигасына дайындаған Айдар, Жандос, Ораз ағаларға рахмет айтқым келген. Мұхит, саған рахмет. Енді осы Нұрсұлтанды тоқтататын менмін деп тұрсың ғой сонымен. Солай ғой енді, етсі. Қошемет етіңіздер, Мұхит Көшербай. Следующий бой пройдет в полусреднем весе, где бойцы обещают показать нам настоящее зрелище в своем дебютном состязании. Ассаламу алейкум, меня зовут Жасулан Тайтулеев, по профессии огнеборец. До этого тушил машины, квартиры, дома и готов потушить своего оппонента. Всем ассаламу алейкум, я Далер Еникеев Рамилевич, приехал из города Шымкент, чтобы побеждать. Мой соперник сказал, что потушит меня, посмотрим, кто кого потушит. Смотри, не обожгись. И первым на ринг вызывается боец синего угла Жасулан Огнеборец Тайтулеев. Жасулан Тайтулеев по прозвищу Огнеборец, представитель весовой категории 77 килограмм. Также он является представителем города Алматы. Он когда-то в свое время работал пожарным, сейчас, судя по всему, ударился в бои. Рост бойца 174 сантиметра, возраст 24 года. бәрін көтеру керек еркектер жүре береме тентіректеп істеу керек әрекет өзімнің уақытымды көп күткен 14-те балдары доп тепкен ал мен шөп шекем тұру боп қалам любой жерде мен тректерім по-любому қалады көшетте қарапайым қара бала көпшілікпен мен тректерім по-любому қалады көшетте көпшілікпен жаман ойлары мазалайды мені Он по профессии пожарник и готов потушить весь свой дивизион. КМС по боксу, призер республиканских соревнований, боец синего угла Жасулан Огнеборец Тайтулеев. Его соперник из красного угла Далер Еникеев. Ну а красный угол сегодня будет представлять Далер Еникеев. Ему 25 лет, рост 178 сантиметров. Весовая категория полусредняя, 77 килограмм.
Его девиз по жизни «Занимайтесь спортом, а не войной» представляет город Шымкент. Также является кандидатом в мастера спорта по боксу, имеющий немало побед за спиной. И свое дебютное выступление он ожидает завершить нокаутом. На ринге боец красного угла Далер Еникеев. Рефери в октагоне Саламат Джумабаев. Бойцы на середину. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. После команды «Стоп» все действия прекращаем. Пожали ручки. Бойцы по углам. Бойцы по углам. Бой полусредневесов, бой КМСников. Далер Еникеев против Жасулана Тайтулеова по прозвищу Огнеборец. Боковой судья. Боковой судья. Немного Боковой различий судья. Главный судья. между бойцами Бойцы есть. готовы? Единственное, Первый что раунд. у Файт! Далера Еникеева 4 сантиметра есть преимущество в росте. Ну, как мы видим, у него достаточно низкая стойка. Не знаю, будет ли он этим пользоваться или нет. Далее, оказывается, левша. Стоп! Начинается заруба. Команда «Стоп», слушаем. А, это не нокдаун. Да, это не нокдаун. Показалось. Левша против правши, кстати. Верно ты подметил. Заряжаются на удары оба бойца. Встречает джебом Далер. Есть! Левый боковой! 3. Что за удар? Встанет Это ли Далер после тяжелый такого? удар, тяжелый нокдаун. 7. Считанные секунды для того, чтобы восстановиться, но, судя по всему, нет. Кажется, это конец поединка. Врача. Жасулан Тайтулеов. Огнеборец. Нокаут в первом же раунде. В первом раунде на 45-й секунде техническим нокаутом победу одерживает Жасулан Огнеборец Тайтулеов. С нами Жасулан Тайтулеов, огнеборец, победитель этого поединка. Прекрасное выступление, прекрасный бой, такой жесткий панч. Ты таким образом хотел завершить этот бой или хотел чуть больше продлить этот поединок? Я же говорил всем, ассаламу алейкум, Алмата. Ассаламу алейкум, Алмата, я же всем говорил. Я потушу этого пацана. Мухаммедчан, готовь чек. Бой вечера. Еще ты сказал, со своего кармана деньги будешь давать. Вот, скажи, салам алейкум всем. Рахмет моему тренеру Ислайму Абдраиму. Город Караганда, спортклуб Спарта. Хорошо подготовил на 100%. Ассаламу алейкум, П-14, пожарный спасатель. Пожарная часть номер 13. Вот всем рахмет, кто поддерживал. Все. Жасулан, я бы с удовольствием посмотрел бы, как ты потушил бы весь этот дивизион. Были громкие слова, но ты соответствуешь своему сказанному и показываешь яркие поединки. Я думаю, мы еще не раз увидим твои жесткие нокауты. И хочу поздравить тебя с этой яркой победой. Бәрін айтқым келеді. Осының алдында мен сопернигім Самандар болған, төбет топ деймін. Қазір ММА-ға кетіп қапты, ол жігіт. Рингқа шық, кулачкаға қайтып кел, төбет тепті. Самандар, мен сені бойға шақырам. Күтем осы рингта, осы октагонда.
Что-то бойдың алдында 10 күн бұрын сливаться етіп кеттім ба, не знаю. Жоқ болып кеттім ғой. Давай, рингқа шық, кулачкадан төбелесейік. Все, болды. Жаслан Тайтлюев, огнеборец. Ваши овации. Ну а мы продолжаем. Следующий бой пройдет в полулегкой весовой категории. Барлықтарыңызға ассалаумалейкум, мен есімім Жасқанат. Осы жекпе-жекке толықтай дайынмын. Қарсыласым өзім жерлесім, қарсыласым айтарым. В данный момент бои это мой единственный актив, который приносит мне доход. Поэтому я тебя нокаутирую в первом или во втором раунде и заберу бонус. Так сказать, я голоден. Кеш жарық, мен Болатов Әмір, Ақтөбе облысы Шалқар қаласынан келдім. Намат файтингтегі алғашқы бойым. Мен соперникті зерттедім, қарадым, оның нәтижесін рингте көрсетемін. И первым на ринг приглашается боец синего угла Амир Шалқарский Болатов. Третий поединок сегодняшнего карда. Амир Булатов из синего угла. Легкая весовая категория. Амир Булатов заряжен, очень уверенно идет в ринг. Он представляет город Актобе. Весовая категория, как я говорил, полулегкий вес. 65 килограмм, рост 180 сантиметров, возраст бойца 20 лет. Ел қорғаған дәрібай мен көті бар. Ересеттің батырлығы бір басқа, жаудан қорғап ел шетінде отырар. Ересеттің батырлығы бір басқа, жаудан қорғап ел шетінде отырар. Дана десең данада бар Шалқарда, иман делген не бермесін мәрт Алла. Мөңке бидің нақылынан нәр алып, Қазанғаптың күйетін. Призер республиканских соревнований по боксу, чей кумир Данияр Елеусинов. И сегодня он готов повторить его успех и стать новой звездой Лиги Намат. Встречайте, дебютант с синего угла Амир Шалқарский Болатов. В красный угол приглашается его соперник Жасқанат Джакс Уорспек. Ну, Джакса вы, скорее всего, уже знаете, если вы смотрели прошлые турниры Намат FC. На данный момент его рекорд 1-1 в нашем промоушене. А многим из вас он известен как Джакс. Кстати, это некая отсылка к персонажу из Mortal Kombat. И сегодня его третий поединок в полулегком весе Намат FC. All black everything, black cars, all black everything. And our girls are blackbirds, riding with they diligence. I get more in depth if you boys really real enough. This is not familiar, I'll explain later. But for now, let me get back to this paper. I'm a couple bands down and I'm trying to get back. I gave Doug a grip, I lost a flip for 5 stacks. Yeah, I'm talking 5,60 shot zeros. Here, Doug, back to running circles round niggas, now we squared up. Hold up. Life's a game, but it's not Более 150 боев в любительском боксе. Джакс «Стальная рука». Многократный призер различных международных соревнований. В красном углу Жасқанат Джакс Уорспек. Рефери в октагоне Саламат Джумабаев. Бойцы на середину. Бойцы правила знаем, не нарушаем. После команды стоп все действия прекращаем. Пожали ручки. Бойцы по углам. Сейчас посмотрим, действительно ли самая стальная рука у Джакса на Диком Западе. Кстати, боковой судья. Ты говорил, боковой что судья. Амир Булатов. Боковой судья. Главный судья. Бойцы готовы. Мой Первый раунд. земляк, Файт! Бахаир. Нужно отметить, они вдвоем мои земляки, они оба с Актюбинска, но Амир Булатов из города Шалқар.
по прозвищу Шалкарский. Но если смотреть на Жасханата, прозвище «Стальная рука», значит, он должен что-то здесь показать, какие удары сильные. Мне кажется, он будет в ближней дистанции работать больше, так как у него рост меньше намного, чем у Амира Булатова. А Амир, в свою очередь, должен на дистанции держать. Но он джебах. отлично пользуется джебом, Да. уже 2 раза попал. Это только те, которые я увидел. Сайдстепом. Видно, что они боксеры оба. Хорошие. О, это называется бола панч. Удар по корпусу, который такой с круговой траекторией, так скажем. Я не ожидал такого увидеть, но мне это очень нравится. Два тюбинских показывают зрелище. Очень Хорош. активно на ногах. Такое ощущение, как будто мы сейчас любительскую школу бокса наблюдаем, только уже при немного других условиях. Амир Булатов уже включился. Вот только Жасханат Орспек не может Отлично он работает включиться. джебом. Вот его дистанция. Вау. Вот это движение на ногах. Отличный сайдстеп. Просто провалил своего соперника. Сразу такое начало очень сильное. Удары очень мощные этих ребят. Я даже не знаю, за кого болеть. Да. Мне тоже надо быть непредвзятым в данном поединке. Удар по корпусу от Жасханата. Намекает на правый, на левый прямой, извиняюсь. Попал. Он Рефери. оправдывает свое прозвище «Стальная рука». Да, рефери отсчитывает, да, нокдаун? Нокдаун. Ну, как по мне, он как будто Бойцы бы на прям середину. сложился, если честно. Да. Ну, сразу. Причем Жасханат словил его на том, что он пробивал апперкот по корпусу и максимально был открыт. Да. Я думаю, что это достойно похвалы, это было очень красиво. Ну что же, первый раунд заканчивается, давайте будем смотреть повторы. Ну, первый раунд был достаточно зрелищным. Я боюсь Светлана Снят. представить, что будет во втором Помощник. раунде. Амир Булатов восстановился ли после Бойцы такого готовы. нокдауна? Второй раунд. Файт! Я думаю, что он восстановился, потому что он уже уверенно стоял уже там на 3-й секунде после нокдауна. Единственное, что ему злоупотреблять этими ударами по корпусу не стоит. Я думаю, вот, еще раз он словил его. Абсолютно так же. Немного неспортивное поведение. Да. Файт! Амира просит наказать. Амира просит наказать. Осталось сделать шах и мат. По сути, он знает то, что на его замах апперкотом. Так, что это такое? Работаем. Что это такое? Рука у него. Он отказывается от поединка или... У него, кажется, рука уже. Это нокдаун. Это нокдаун. Что-то звенит в голове, Да, судя да, по да, всему. 7, 8, 9, 10. Он отказывается от поединка. Жасханат оправдывает свое прозвище «Стальная рука». Да. Стальная рука доходит до цели, и Жасханат Орузбек побеждает свой 3-й бой в Намат ФС. И теперь его рекорд 2-1. Во втором раунде на 52-й секунде техническим нокаутом победу одерживает Жасханат Джакс Орспек. Жасханат, жеңісің құтты болсын. Өзің лақабатына сай ауыр соққыларды көрсеттің. Енді жекпе-жек жайлы айта кетсең. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Всем ассалаумағалейкум. Соперник молодец, продержался. По идее, удар был там, не голову, прям удар был. Что-то он не осознает, то, что проиграл.
Всем рахмет, моему тренеру Сити Медвежану, а также своему первому тренеру Каналию Акылбеку и моему спонсору Бигжану, основатель компании по производству полистиролового бетона в городе Хунтау. Всем рахмет, идем дальше. Как говорил ранее, с любое время. Еще раз хочу поздравить тебя с яркой победой. С нами был Жасқанат Джакс Орысбек. Амир, Джакстың соққылары жайлы айта кетсең, және де осы соққыдан ба сен бас тарттың, немесе баспен соғылып, содан бас тарттың ба жекпе-жектен? Жекпе-жек жайлы айта кетсең. Мен нормально болды бой. Қатты жақын қашықтықта боксесіп қойдым ғой. Енді тренировка ары қарай жалғастыру керек. С нами был Амир Булатов. Қошемет етіңіздер. Ну а я напоминаю, что генеральным партнером нашего турнира является Олимпет. Олимпет – лучший букмекер в Казахстане по итогам премии РБ 2022. Наши бонусы можно погладить. Их можно попробовать! Вступайте в бонус-клуб Олимбет и получайте кэшбэк до 20% реальными деньгами. Олимбет. А следующий поединок пройдет в промежуточной весовой категории до 69 килограмм. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Есімім Мирас Али, Тараз қаласынан келіп отырмын. Намат лигасына өзімді шыны керек тексеруге келдім. Соперник жайлы айтатын болсақ, базасы ММА екен. Бұл кулачка ешқандай да недооценка болмайды. Сондықтан да бұйырса бой вечера деген атаққа ие боламыз, иншалла. Жақсы бой күтіңіздер. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Менің есімім Жансерік Жақсығұлұлы. Бұл жекпе-жекті аз уақыт ішінде қабылдадық. 100% дайынбыз. Жаттығу бәрі жақсы, жоғары деңгейде өтті. Бұл менің Намат лигасындағы дебюттік жекпе-жегім. Менің салмағымдағы жігіттер менен қауіп күтіңіздер. В синий угол октагона приглашается Мирас Али, Джамбульский, Сарсенов. Он не хочет быть чемпионом, он хочет быть человеком. Для него это главное, это его девиз по жизни. И зовут его Сарсенов Мирас Али, извиняюсь. Прозвище Джамбульский. Профессиональный боксер с рекордом 2-0. Промежуточная весовая 69 килограмм. Более 175 побед в боксе, чемпион Республики Казахстан, кандидат в мастера спорта, немногословный и серьезный боец в синем углу Мирас Али, Джамбульский, Сарсенов. Его соперник, боец из красного угла, Жансерик, Трипл Джей Жақсығұлұлы. Жансерик Жақсылықұлы из города Атырау. Раньше тренировался в клубе Мерген. Сейчас на данный момент живет в Алмате и тренируется в клубе Triumph Fights под руководством Данеша Дукимбаева. Хороший боец ММА. Впервые дебютирует в кулачных боях.
в лиге Намат Fighting Championship. қуанғанда күлкімнен түн түрілген руым көп солардың аттарындай мінезім бар таулардың қатпарындай жырым бар бабалар хаттарындай әжімім бар бейнеттің таптарындай қашан қазақ атандым мен азандап әлі күнге білмейсің ей адамзат адамзат есіміме береді бала жасың тұлпы тасты шұқыған кей азамат ару жолда мауыл терде бала берді уайым түбі теңіз ғой бара берме жігер керек жыр керек жалау керек қайрат түбі боп төгіл қарал елге бас шіркін бұл күнде сен қазақтың Опытный ММА-боец, мастер спорта по рукопашному бою. Его вдохновляют победы, и он стремится к мировой славе. Из красного угла октагона Жансерик, Трипл Джей, Жақсығұлұлы. Рефери в октагоне Дауренбек Джакаев. Жауынгерлер, ортаға. Жауынгерлер, ережені білеміз, бұзбаймыз. Түсіндір ме? Қол алыстамыз. Артқа. Пожали руки спортсмены. Очень спокойно вроде как себя ведут. Не было прям такого напряженного фейс-оффа. Очень спокойно выглядит Джамбульский. Мирасали. Боец из синего угла. И мы начинаем первый раунд. Так, ты, получается, знаком, да, с Жансериком Трипл Джей? Да, он, можно сказать, мы в одной сфере. Он тоже боец ММА. Честно сказать, боец ММА против боксера. Вау! Вот это head movement, конечно. Бэкфист. Бэкфист. Напоминаю, что теперь легальны еще и супермен панчи. Я думаю, что это один из способов. Я думаю, что бэкфисты с разворота, супермен панчи — это один из способов удивить боксера базового. Жансерик тоже же хорошо попадает. Да. Есть попадание и от Жансерика. Ну и джеб от его соперника тоже приходится по цели. Очень медленный бэкфист был на самом деле. Я бы на месте секундантов сказал... удар по корпусу. Я бы на месте секундантов сказал, чтобы больше бэкфистов не было в этом поединке. Так, разнимает. Судья Дауренбек Джакаев. Очень опытный судья на ринге. Очень харизматичный. Да. Сарсенов Мирасали на конференции выбил очень неплохой удар. Если... удар по корпусу! Очень тяжело. Да, такое очень тяжело вытерпеть, но встает вроде как Жансерик, Трипл Джей. Жансерик, он с характером. Боец с характером просто. Да, после такого встать, это, конечно, характера очень много нужно. Сейчас будет охота за корпусом. Да. Очень низко держит голову его соперник, и по ней очень тяжело попасть. Осталось 10 секунд, надо дотерпеть. Так называемый почтальон мы только что увидели в концовке первого раунда. Да, второй раунд обещает быть очень зрелищным. Аламыз анан, үлкеп, бұқпаймыз. Жауынгерлер, дайынсыңдар ма? Екінші раунд, баса! Начало второго раунда. Был уже один нокдаун по корпусу. Абулхайр, если ты заметил, у нас 3 боя и 3 нокаута технических. Это сейчас... да, все верно. Сейчас 4-й, и посмотрим, что будет дальше. Если Джамбульский Мирасали совершит королевский нокаут, то есть удар в печень, то я буду очень рад. Мне кажется, будет рад каждый из зрителей. Почему? Потому что это редкость на самом деле. Особенно если каким-нибудь боковым левым
будет очень круто. Если ты будешь болеть за Мирасали, я буду болеть за Жансерика Triple G. Если боец ММА выиграет боксера, это будет очень-очень Да, это тоже эпично. будет сенсация, по сути. Я больше болею за красивый зрелищный бой. Я думаю, то, что нокаут по корпусу был бы подходящим в данном плане. Но я совершенно не против, совсем напротив того, что Жансерик выиграет. Они оба заряжены, играются. Ох, эти джебы очень сильные. О. Да. Это очень сильно. Мне кажется, Мирасали включился уже. Он нашел свой ритм. Вау. Еще один джеб. Еще один джеб. Еще один удар по корпусу, но не такой уж и сильный. Пока что Жансерик терпит. Как ты говорил, у него есть характер. Да, боец с характером. Вау! Вот это контратака. В лучших традициях бокса еще один левый боковой. Играется. Все, и это конец второго раунда. закончился. Я, если честно, очень рад, что мы перейдем все-таки на третий раунд. Почему? Потому что бойцы показывают отличное зрелище. Честно признаюсь, я не ожидал увидеть такое зрелище. Nomad Fighting Championship, я тебе скажу, один из зрелищных промоушенов. Даже в хардкоре таких боев мало бывает. Да, я не могу с тобой не согласиться. И причем каждый раз Nomad Fighting, каждый турнир делает все зрелищнее и зрелищнее. Знаешь, это все зависит от деталей, которые они добавляют в правила. То есть раньше не было бэкфистов и супермен панчей, сейчас они появились. Раньше не было перчаток, они добавили перчатки, потому что перчатки, они способствуют чистоте нокаутов. Честно сказать, с первого турнира Номада я наблюдаю, и с каждым турниром они растут. Прям реально. Уже мы, можно сказать, догнали российских топ ММА промоушенов. И может даже будем еще лучше. Да, я думаю, по классу все-таки мы уже как минимум догнали. Остался вопрос с медийностью, но я думаю, что это все вопрос времени. Да. Тем временем все, так сказать, лишние люди покидают ринг. И бойцы начинают третий раунд. Нужно отметить, что Мирасали в боксе 175 побед у него. Это очень хороший результат для боксера. Голову опускайте. Выше голову, выше голову. Даже если Жансерик проиграет в этом бою, я думаю, это ничего страшного. Для бойца ММА он очень даже хорошо боксирует. Да, он далеко не легкая прогулка. Да, я с тобой полностью согласен. Для боксера, у которого такой бэкграунд за спиной. Мне интересно, как вот Мирасали перестраивается по такой формат мероприятий. Ведь, по сути, раунды короче. По сути, есть еще дополнительные удары. Тем не менее, он отлично справляется. Он проваливает своего соперника. И его джеб, он такой тяжелый. Он очень тяжелый. Я заметил, что Жансерик... О, есть попадание! Правый прямой. Удар по корпусу в размене. Мне кажется, Мирасали заигрался немного. Заигрался, потом пришел в себя и пробил по корпусу. Да. Хороший такой размен был. Еще один по корпусу. Я не понимаю, как это все Жансерик терпит. Команда 100 была. Он скрывает свою боль явно. Ему явно больно. Уже удары замедлились. Да. Бойцы показывают нам настоящее зрелище. Мне кажется, не только Мирасали, но и зрители не ожидали увидеть от Жансерика такую зарубу.
Да, но когда ты выходишь против бойца, у которого столько боев, даже в любительской карьере, тем не менее, это все равно ты всегда выходишь андердогом. Да. Кем бы ты ни был. И снова заигрывает со своим оппонентом Мирас Али. И это конец поединка. И мы с вами ждем решения судей. Первый бой, кстати, который дошел до решения судей сегодня. И в этом поединке единогласным решением судей победу одерживает боец из синего угла Мирасали Джамбульский Сарсенов. Мирасали Сарсенов, яркий представитель Джамбульской школы бокса. Все ли пошло по твоему плану? Видел то, что все чувствовал, все видел, показывал класс бокса, были элементы шоу. И, возможно, что-то ты хочешь передать своему будущему оппоненту. Всем ассаламу алейкум. Спасибо за вот такой промоушен, Намат, за то, что дали мне возможность выступить. У меня 2 года простой был. В связи с карантином, семейными, личными делами. По поводу боя соперника уважуха, красавчик Жансерик Бауырым, рахмет саған. Он с ММА. Но я принял бой на коротком уведомлении, не в своем весе. 69 мой вес, по идее, 65. Предложили Жансерика, я принял бой. Первый раунд чуть-чуть не мог дистанцию почувствовать, волну почувствовать. Рослый, на дистанции хорошо держит, удар тоже очень неплохой. Ну, мы, надеюсь, хороший бой закатили с Жансериком. Рахмет. Рахмет Мирасали за такой прекрасный поединок. И думаю, мы тебя увидим еще снова здесь. Можно еще слово? Хотел бы поблагодарить своих тренеров, в частности, своего личного. Отца он мой тренер, Амир Толумбеков. Он меня пришел поддержать. Я очень горд, что у меня такой отец. Во-вторых, мой в боксе тренер, нынче тренер Бекзат Сапабеков, заслуженный тренер Казахстана. Он тоже очень большой вклад ввел в мою подготовку, подготовил меня, настроил своим. И очень еще раз благодарен Муратбек вам, Нурдавлату рахмет, Мухаммеджану рахмет за то, что такой промоушен открыли для молодежи. Чем на улице драться подворотней, лучше здесь достойно выходить и показывать зрелище. Рахмет, Сергей. Тебе рахмет, Мирасали, за такой прекрасный поединок. Жансерик, енді сен удар жақсы ұстадың, характеріңді көрсеттің, нағыз ММА жауынгерінің характерін көрсеттің. Қарсыласын таза бокстан келген қарсылас, мықты, бойда, жекпе-жекте не дұрыс болмады, қандай өзгерістер енгізесің тренировочный процессына, және де қашан біз сені көре аламыз осы рингта? Ассаламу алейкум. Қазақ елі спортшылар қауым, ассаламу алейкум Алматы. Бұл бойды мен аз уақыт ішінде 6 күн қалғанда Мұхаммеджан хабарласты. 6 күн қалғанда қабылдадым. 6 күннің ішінде еще 7 килограммдай болған. Енді ол ақталмаймын олай. Соперник өте жақсы ғой. Мастер спорт по боксу очень опытный. Бірақ мен өзімде дайындалып жүргесін осы бойда ағаймен не істеп қабылдадық. Қателігім бір орында тұрып қалдым. Бір орында дистанцияда ұстап сайт стептер мүлдем жасаман, артын қолды көп істемен тұрып алдым да бір жерде. Қателіктерім сол болды. Нормальный бой, жақсы бой көрсеттік деп ойлаймын. Мұхаммеджан келесі бойға бұйырса жақсылап дайындалып, соперникті алдын ала изучать етіп, қайта оралуымыз деп ойлаймын. Рахмет айта кетейін.
клубыма команда Триумфайт ағайым Дәнеш Дүнгенбаев ағайға, балдарға бәріне үлкен рахмет. Жеңіспен қуанта алмаған үшін кешірім сұраймын. Алла бұйырса, мықты болып ораламыз иншалла. Рахмет Жансерік, тезірек сауығып кет. Және де тезірек сені осы рингта күтеміз. Следующий долгожданный бой сегодняшнего турнира пройдет в среднем весе между двумя бойцами, которые готовы показать настоящий принципиальный зрелищный бой. Есімім Азамат Бақытов болады. Қарсыласыма айтарым, жақсылап дайындалып шықсын. Рингте әдемі жақсы бой көрсетсек. Наматқа өзімізді көрсету үшін келдік. Дайынбыз, қарсыластан келмей. Ассалаумағалейкум спортсүйер қауым. Менің атым Мубараков Сырым. Қарсылас туралы айта кетсек, қарсылас осал емес. Бір спорттың маманымыз. Бұйыртса жақсы бой көрсетеміз деген ойдамыз. Сыйластырмен бізге контракт керек. Так что дайындал. Продолжает наш вечер поединков боец из синего угла Азамат Бахытов. Зло идет в синий угол. Именно такое прозвище у Азамата Бахытова. Он говорит, что это прозвище ему придумал его друг Джакс. Девиз по жизни у него «Все или ничего». Представитель средней весовой категории. Рост 184 сантиметра. И он дебютирует у нас в промоушене. Его кумир – легенда казахстанского бокса Бекзат Саттарханов, дебютант в лиге «Намат», боец синего угла Азамат Бахытов. В красный угол приглашается его соперник Сырым Қаршыға Мубараков. Ну а в красном углу в предпоследнем поединке сегодняшнего карда будет Сырым Мубараков по прозвищу Қаршыға. Тоже представитель средней весовой категории, хотя немного не справился с высогонкой. Тем не менее, рост бойца 183 сантиметра. И именно сейчас он разделит октагон вместе с Азаматом Бахытовым. Жастайынан жет атасын жаттаған, сақтаған, тегі мықты мен қазақтың баласы. Жау қолынан жыртылмаған жағасы, ат үстінде ғұмыр кешкен бабасы. Теуіп қалса темір үзіп өтетін, қайсар туған мен қазақтың баласы. Жаратқан Алла панасы, бесігі байтақ даласы, алашым деп аттанса, ешкімнің келмес шамасы. Базовый боксер, имеющий опыт в кикбоксинге, боец, намеренный стать звездой Намада, боец красного угла Сырым Қаршыға Мубараков. Рэпери в октагоне Дауренбек Джакаев. Жауынгерлер, ортаға. Жауынгерлер, ережені білеміз, ережені бұзбаймыз. Түсіндір ме? Іске сәт, қол алсамыз. Как я говорил, очень харизматичный рефери. Ну и это главное событие сегодняшнего вечера. Азамат Бахытов против Сырыма Мубаракова.
нужно отметить, что Азамат Бахытов, опять же, мой земляк. И я его не понаслышке знаю. Он с 12-13 лет в боксе, чтобы вы понимали. Хоть разница в весе 6 килограмм, я думаю, Азамат может показать себя. У него очень тяжелый удар. За сегодняшний вечер, да и вообще за многие вечера на МАТ-ФС я замечаю, что высококлассного боксера отличает то, что они очень часто работают по корпусу, через корпус готовят свои атаки. И, по сути, Азамат не стал исключением. Вот сейчас, например, мы можем наблюдать, как он целится по корпусу. Клинч немного. О, зарядился только что. Попадает. Ну, учитывая то, что у них разница в весе такая, я думаю, то, что этот бой можно назвать боем Давида против Голиафа. Еще по корпусу, и при этом еще и умудряется сделать так, чтобы соперник не достал его на контратаке. Еще одно попадание. Отличная работа от Азамата. Он раздергивает своего оппонента. Сейчас двоечка ожидается от Азамата. Но все-таки нет, не смог он ее доставить, хотя ему подсказывали. Прижимает своего соперника и снова удар по корпусу. Очень сильно попал. Неужели? Сырым встает. Да, встает. Я уже рассчитывал на королевский нокаут, но нет. Апперкот. Правый прямой. Осталось совсем мало времени. Навстречу ловит сырым своего соперника. Вот это да! Вот это здесь бой. просто качели. Так, восстановился Азамат, и это конец. Первый раунд закончился. Повезло. Очень зрелищный раунд был. Да, повезло Азамату то, что нокдаун произошел прям в последние секунды первого раунда, и у него сейчас целая минута для того, чтобы восстановиться. Ну что ж, а мы с вами перемещаемся потихоньку во второй раунд. Sekundarda chiqamiz. Ringdan. Jangarilar dayondalamiz. Kod burush. Sekundan chiqamiz. Katman. Dayansizlarmi? Hayt! Ikkinchi раунд. Так, второй раунд. Первый получился классный, зрелищный. 2 нокдауна в первом раунде. Да, один по корпусу, один навстречу. Еще и от обеих по одному. Да, нельзя спешить здесь Азамату. Перестрелка джебами. Есть боковой. Несмотря на то, что у Азамата отличный хед-мувмент, и он иногда уходит от ударов, все-таки сырым иногда его ловит. И полностью рушит планы. И это нокдаун, еще один. Тяжелейший удар. Третий нокдаун. Ошалеть просто. Другого слова не подобрать. Другого слова не подобрать. Да, это уже конец. Конец боя. Азамат Бахытов. Зло сегодня победило во втором раунде нокаута. Поздравляю Актюбинск с такой шикарной победой. Азамат молодец.
Во втором раунде на 57-й секунде техническим нокаутом победу одерживает боец из синего угла Азамат Бахытов. Азамат, жеңісің құтты болсын. Осы жекпе-жектердің шахматная партия сияқты болды. Ол біресе сені құлатады, сен оны біресе құлатасың. Екеулердің де уровендарын бір-біріне сай, қарсыласын жайлы айта кетсен. Ассалаумағалейкум арттарыңызға. Біріншіден осы лигаға рахмет айтқым келеді, осындай возможность мүмкіндік бергеніне. Екіншіден қарсыласыма келер болсақ, қарсыласым өте жақсы дайындалған екен. Жақсы дайындықта келген. Бірақ ұттым мен. Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Рахмет айтам қарсыласыма. Азамат Бахытов, рахмет саған. Сырым, бой прошел не в твою пользу, но мы видели твой уровень, твой класс. Ты ничем не уступал Азамату. Вы показали просто прекрасное ведение боя, классику бокса. Такие ощущения, как будто я сидел на классическом боксе и смотрел ваш финал чемпионата Казахстана. Что хочешь сказать про соперника? И если бы не этот удар, как бы бой прошел бы, по твоему мнению? Хочу пожелать сопернику дальнейших побед. Еще раз поздравляю его с победой. Ну, как говорится, за каждой тягостью наступает облегчение, как и за рассветом закат. Мы ничего, мы еще придем сильнее, будем на высшем уровне, иншаллах. Я очень жду твоего возвращения. И давайте поаплодируем нашим бойцам за такой прекрасный зрелищный бой. Ну а я напоминаю, что генеральным партнером нашего турнира является компания Олимбет. Олимбет – лучший букмекер в Казахстане по итогам премии РБ 2022. Наши бонусы можно погладить. Их можно попробовать! Вступайте в бонус-клуб Олимбет и получайте кэшбэк до 20% реальными деньгами. Олимбет. Уважаемые зрители, настало время главного боя, который пройдет в промежуточном весе до 75 килограмм. Я в очередной раз буду доказывать каждому, что казахская школа является лучшей. Намат – это очередной путь, где моим соперником станет Юрий. В силу его возраста я его уважаю, но пусть особо не газует, у него объема двигателя не хватит. Мне нет смысла газовать, это не мой уровень. 2 раунда – это мой прогноз, но я готов и на 10. Я не хочу судейских решений. Пусть Рафаил даже не мечтает о 2 раундах. У него не хватит выносливости на такое шоу. Без какой-либо грязи и ничего лишнего. Хочу сопернику пожелать, главное без травм. Ведь этот бой будет самым сложным в его карьере. Если он думает, что этот бой будет для меня тяжелым, то пускай запомнит, что этот бой может для него стать последним. Абасов Рафаиль попросился зайти. Юрий Вагар Заргарян. В синий угол октагона приглашается Юрий Вагар Заргарян. Когда никого рядом нет и не будет поддержки, нет времени думать и нет времени мешкать. Когда стоишь над обрывом... Вы его называете Вагар, я все так же его буду называть Хрен попадешь. Те, кто смотрит разборы, знают, к чему я клоню. И да, Юрий Заргарян сейчас выходит на арену очень медленной, спокойной походкой. Уверенность в его действиях, в его глазах всегда читается. Мне очень понравилось его поведение на пресс-конференции. Боец представляет Петропавловск. И первый бой он выиграл достаточно уверенное решением. Второй бой проиграл, но решение было спорно. Сам Юрий не признает этого поражения. И сейчас у него очень ответственный поединок.
продать или начать карьеру, успокоить нервы, положить конец всему, что происходит. На карте нарисован твой силуэт, плюс две дороги, ты должен сказать нет. Сегодня он пришел доказывать, что не проигрывал в прошлом бою и что его невозможно победить. У него отличный хед-мувмент и скорость. Не зря его прозвали «Хрен попадешь». И этот поединок не исключение. Встречаем бойца из синего угла Юрий Вагар Заргарян. Красный угол представляет Рафаиль Метис Аббасов. Аббасов Рафаэль по прозвищу Метис. Чемпион Махача. Рекорд 4-0 в кулачках. Очень опытный боксер из города Актюбе. Ему 33 года. Он дебютирует в промоушене «Намат». Рост составляет 181 сантиметров, вес 75 килограмм. Против бойца, который уже дрался в «Намаде», Юрий Вагар Заргарян. Посмотрим, что же покажут нам эти ребята. Боец, доказывающий каждому, что казахстанская школа бокса самая лучшая. Первый чемпион промоушена кулачных боев Махач. В красном углу октагона Рафаиль Метис Аббасов. Рефери в октагоне Дауренбек Джакаев. Бойцы на середину. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушаем меня. После команды «Стоп» все действия прекращаем. Покажите красивый, достойный бой. Все ясно. Пожай ручки. По углам. По-другому я описать свои впечатления на данный момент не могу. Почему? Потому что я каждый бой Юры Заргаряна жду с нетерпением. Боковой судья. Да, он не нокаутер, Боковой судья. но Боковой его судья. техника Главный для судья. меня одна из Бойцы самых готовы? лучших в «Намат ФС». А тут еще и его соперник Аббасов Рафаиль, чемпион Махача, 4-0 в кулачных боях. Сейчас немного другие условия, это не голые кулаки. Так, Юрий играется с хед-мувментом. Голову не опускаем, выше держим. Делает замечание рефери. У него стиль такой. Стоп! Удар в затылок. был. Удар в Аккуратнее. затылок случайно. Всё Мне нормально? очень тяжело комментировать на самом деле, потому что напряжение очень высокое. О, есть попадание от Юры Заргаряна, и кажется, немножечко повело Рафаиля Аббасова. Он спасается в клинче как будто бы, но все-таки продолжает. Левый скачковой не попал. Вагар дерется в работаем. родных стенах, как говорится. Боец «Намат». Да. Уже провел 2 боя здесь. Наступает Юрий и поджимает своего соперника в клинче. Мне кажется, уже Рафаэль восстановился. Да. Но нужно отметить, что он очень опытный боец. Ты про Юрия? Я про Рафаэля. Да. Ну, не каждый сможет стать чемпионом организации. Безусловно, конечно. Один очень интересный факт. Недавно я лично общался с Юрием, и как оказалось, он вообще практически не гоняет вес. То есть его вес в межсезонье составляет около 77-78 килограмм. То есть если он даже и гоняет, то это максимум 1 килограмм. Судя по всему,
Поэтому он и проигрывает в антропометрии в этом поединке. Ну и заканчивается первый раунд. Смотрим повторы. Время! Секундами покидаем октагон. Бойцы готовимся. Бойцы готовы? Второй раунд. Файт! Даже не присел Юрий за время перерыва. Он демонстрирует свою уверенность в себе. Но поединок даже не пересек экватор. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Удар плечом от Рафаила. Попытка с Они обеих что-то сторон. много задержались в клинче. О, Юрий на каждый удар заряжается. Он заряжается на каждый удар, он очень подвижен. Вот, есть право. Не самое чистое, но попадание. Мне кажется, Рафаэлю Аббасову немного неудобно в перчатках, так как он впервые дебютирует в перчатках. Раньше дрался в Вау. кулачки. Стоп. Вот что называется хрен попадешь. Но если честно, давайте будем откровенными, попадание хотя бы какое-то минимальное, но оно в любом случае будет от Рафаила. Все-таки у этого человека опыт есть. Очень резкий только что правый прямой был от него. О, есть апперкот. Юра стоит и... Юра смеется. Да. Уже половина раунда позади. За ринг не хватаемся. Боец, аккуратно. Замечание вам. Замечание от рефери. Бой продолжается. Большая часть атак завершается именно в клинче. Оба бойца вяжут. О, попытка бэкфиста и... Бросок. Бросок, да. Подняй руки. 10 секунд. Последние 10 секунд второго раунда. Удар плечом в клинче. И конец второго раунда. Здесь андердогом был Юрий, но он показывает очень хороший бой. Как ты думаешь, кому второй раунд можно отдать? Я думаю, второй раунд уже равный. То есть и в ту, чем первый. и в ту сторону, да? Да. Я с тобой согласен, да. Время! Секунданты покидаем октагон. Бойцы готовы? Третий раунд, заключительный. Файт! Итак, решающий раунд для обоих бойцов. Завязались они сразу же в клинче, бьют друг друга плечами. Мне кажется, здесь в третьем раунде нужно показывать все, на что ты способен. Включиться полностью. Так. Тот, кто покажет характер и волю к победе, тот и выиграет, я думаю. Только что Рафаил зарядился апперкотом, но попал по корпусу. Вау! Бэкфист и боковой в добавку. Но это все мимо цели. Но было зрелищно. Вау! Еще раз. Я, если честно, не увидел, попал ли Юрий. Но, судя по всему, если даже и попал, то не так сильно. Попадание от Юрия, попадание от Рафаила. В клинче они пытаются друг друга искалечить плечами. Очень хорошо. Юрий играется уже. Да. Заставляет промахиваться своего оппонента Юрий. Левый скачковой. Навстречу пытался Рафаиль поймать своего визави. Грузит своего соперника Рафаил. Есть апперкот. Возможно, не попал, с этого ракурса не было видно.
Осталось немного времени до конца боя. Кто же заберет концовку? Да, уже концовка. 10 секунд. Да, последние 10 секунд. Взаимно обмен у бойцов ударами плечами. О, попадает. И заруба в клинче. Все. Рефери останавливает этот поединок. Бойцы показывают уважение друг к другу. Да, ничего кроме уважения. 3 раунда отличной техничной зарубы мы с вами увидели. А теперь мы отдаем слово судьям. И в этой бескомпромиссной битве единогласным решением судей победу одерживает Юрий Вагар Заргарян. Юрий, поздравляю тебя с красивой очередной победой. Очень хороший футворк, очень хороший хед-мувинг и просто прекрасный бой. Выводил соперника на эмоции, но чувствовалось у вас такое дружеское уважение, но при этом был мощь, агрессия, спортивная агрессия причем. И даже после поединка ты такой на позитиве, танцуешь. В следующем бою против кого ты хочешь танцевать так? Всем здравствуйте, Алмата, салам алейкум. И в частности, привет городу Петропавловск, моя родина. С кем хотел бы подраться? Желательно с Харуном Базиевым, у нас с ним одинаковый стиль. Можно было бы красиво с ним зарубиться. Это мое желание. Никаких неприязней к нему. Он реально хороший боец, я бы с ним хотел зарубиться. Харун Базиев, ждем тебя в Казахстане, в Алмате. Все. Юрий Заргарян, мои поздравления. Спасибо большое. Еще хотел... Можно микрофон, пожалуйста? Хотел бы сказать спасибо моей команде Аси Боксинг, Ильяр Фарух и всем моим близким, кто помогал мне в подготовке, моим близким из города Петропавловск. Всем салам алейкум. И хотел бы сказать еще: Аликон, это для тебя, салам алейкум. И всем привет, всем пис, всем своим близким салам алейкум, остальным привет. Рафаэль, мне очень жаль то, что так произошло. Это первое твое поражение. И насколько она горька для тебя? Ну, во-первых, всем ассалам алейкум, всех приветствую. Я не считаю это поражением, если честно. Да, первый раунд я отдал, второй раунд я забрал. Третий, как минимум, ничья. Это как минимум, это мое мнение, как бойца. Я уже не первый бой провожу. Поэтому, не знаю, судейство, конечно, оставляет желать лучшего, но с судейским решением не спорю. Я профессионал, поэтому просто я высказываю свое мнение. Всем рахмет, всем спасибо, кто болел за меня, моему залу Альфа, моим друзьям, моей маме, всем привет. Себя я проиграл, да. Мне не подняли руку, но я не чувствую себя проигравшим. Поэтому вообще изначально мы договаривались на 5-раундовый бой. Я не знаю почему. 3-раундовый. Изначально вообще оговорка была на 5 раундов. Я не понял почему. Третий был завершен, и я только начал разгоняться. И то есть уже это оказался заключительным раундом. Поэтому я не знаю. Отходя от решений судей, для меня в этом бою нету проигравших. Вы оба молодцы, показали друг другу очень большое уважение и показали класс кулачных боев. Рахмет. Рахмет, Рафаэль Аббасов. И ждем тебя снова. Дорогие зрители, вот и выпуск подошел к концу. Прошу вас оставлять комментарии, проявлять активность, пишите, согласны ли вы с судейским решением в главном бою. Ну а мы с вами прощаемся ровно на неделю. Увидимся. Это был Намат Fighting Championship.